Łaska Pana naszego Jezusa Chrysta i Boga Ojca i jedność Ducha Świętego, niechaj будут z wami всеми. Widzicie udolni się narody, radosnym głosem śpiewajcie Bogu. Podczas tej świętej mszy молюся за Віталія з нагоди дня народження, просячи Божої милосердності і ласки, як і найсвятішій Пані Марії здоров'я, а так само за його сім'ю, а так само за В'ячеслава і його сім'ю Валерія, Леонарду і Тамару. Перепросим за всі наші грехи, як нам з чистим серцем скласти гэтую найсвятейшую ахвяру. Spowiadajmy Bogu Всемогутному. И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, за все и Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Jezu Chryste,
Panie Boże, baranku Boży, Synie Ojca, jaki darujesz na sobie kraki światu, zmiłuj się nad nami. Jaki darujesz na sobie kraki światu, przyjmij моление nasze. Jaki siedzisz poruszańca, zmiłuj się nad nami. Bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Боже наш Отче, Ти учинив нас детьми światła, дякуючи ласці усыновления. Не допусти, как нас огарнула темра неправедности, але допоможи, как мы за все жили в святле Твоей правды. Прослава нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи, владарить едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Amen. Читание другой книги Володарства. У певний день Елисей проходив раз Шунам, а була там багата жінчина, яка настойчиво запрошала його спожити хліба. Тому кожен раз, коли б не приходив мимо, заходив туди спожити хліба. І сказала вона своєму мужу: «Ось познала я, що той, хто проходить мимо нас, як святий чоловік Божий. Зробим невеликую мурованную светлицу, поставим ему там ложек и стол, и лавку, и святильник. И коли он будет приходить до нас, нехай заходит туди». Однойче он прийшов і зайшов у светлицу, і лег там, і сказав: «Що ж зробити для її?» І сказав Геезій, слуга його: «До речі, у її нема сина, а муж є старий». І сказав йому: «Поклич її». Той покликав її, і вона стала у дверях. І сказав Єлисей: «Праз год, у гэты самый час, ти будеш тримати на руках сина». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану. Невеселий спада, Богу схвалять вічна. Милосердна спада, буду схвалять вічна. Милосердна спада,
Czytanie послания святого апостола Павла до Римлян. Браты, ті ж не ведаете, что все мы, окрещенные у Иисуса Христа, у смерти Его окрестились. Так вот, мы похованные разом с Ним крещением у смерти, як Христос воскрес мертвых в теле славы Отца, так и нам ходить в обновленном житии. Коли же мы померли с Христом, то верим, что и жить будем с Ним, ведаючи, что Христос, воскресший из мертвых, уже не помирает. Смерть уже не має над Ним влади. Бо тое, что и Он помер, дык помер раз и назавсёды для греху. А что живе, дык живе для Бога. Так и вы лечите себя мертвыми для греху, а живыми для Бога у Христе Иисусе. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Ви ж вибрані род Тройностей, святарство народ святий. Та побежать слові тому, хто потрібно осінок цудовне світло своє. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Macieja. У той час Єсус сказав своїм апостолам: «Хто любить батьку чи маті більше, чим мене, не вартий мене. Хто любить сина чи дочку більше, чим мене, не вартий мене. Хто не бере крест свой і не йде за мною, той не вартий мене. Хто знайшов своє життя, стратить його, а хто стратить життя своє для мене, знайде його. Хто приймає вас, мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, в ім'я пророка, узнагороду пророка приймає. Хто приймає справедливого, в ім'я справедливого, узнагороду справедливого приймає. И кто напоит одного из малых только кубком холодной воды в имя учня, соправду кажу вам, не стратить узнагороды своей. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Божье слово обфито заставлено, как нас насытить. Сами приходишь на важные повести. Именины, веселья, альбо день народжения, сами приходишь, стол заставлен, уже веришь, что выбрать, что себе взять, спожить, как наилепшее спожить. А сами приходишь, и только подносишь, одно поднеси, другое поднеси, вы уже наелись. Третье, еще лепшее, чем нам хотелось, вы уже наелись, подобное, что здесь сидит. Уже объелись jeszcze можешь, а другие jeszcze лепшая страва з'являється на столі. І ми думаємо, чого ми так шмат там наїлися, ми так шмат не споживаємо. Так ось Слово Боже хоче нас по-справдному накормить тим, що саме смачне, саме есенція. Ми могли вибрати, тому ми моцно у неділю і у благочестності заставлено. Перше читання, псалм, другое читання, акламація перед Євангелієм, і сама Євангелія. Боже Слово, воно нас наповняє. Как мы могли выбрать то, что нам смакует, а кожному из нас будет смаковать что-то другое. Сегодня мы приходим как насытиться на знову на 7 дней корей наступных нашего життя, аж до наступной недели, как на этой стране узвоздить, а может и преодолеть эти тяжкости. И Костел нам сегодня дает читание другой книги Володарства. Читаем про пророка Елисея. Другая книга Володарства учится неформально книгой судов Елисея. Так, вот там Елисей, ты шмат чудо робить. Он оздоровить Наамана царейчика, он так само будет жить в дом Давида,
удовольствие будзе малаваць голад 3 гады і 6 месяцаў. Ён таксама тонка ўваскрэсіць маладзенца, таксама гэты цуд, які сёння адбудзецца у гэтай жанчыны, пра якую мы ўжо прачыталі. Кніга цудаў Елісея. Але хочам па чарзе гэта ўсё разабраць, каб нам якасці не смакавала, бо не проста так падаць морковку, яе трэба парэзаць, таксама прыправіць рознымі соусамі, каб гэта смакавала, каб набраць яшчэ большага арамату. І ўсё гэта будзе прыгатаваць такую ежу для такога спажытку, каб равней засмакавала. Так, і мы маем сёння Елісея. Елісей праходзіў праз горад Шунам. Праходзіў праз Шунам. І ў гэтым горадзе жыла, як мы прачыталі, жанчына, которая была богата. Але в своем богатстве заўважыла гэтага чалавека Елісея і запрашала яго за каждым разам, калі прыходзіў да сябе ў гасціну. Это подобно, браты и сестры, як мы распачинаем час пілігрыма, такі самі хадзім шмат на пілігрымкі. Нас таксама часто люди запрашалі не толькі часамі хадзім на пілігрымку з Варшавы на месяц до Столу, когда в сторону Жешава она была 450 километров, часами треба было, люди были так гостиные, а там только в гостинах не проходить пилигримки, часами треба было съесть 1, 2, часами 3 обеда на день, представляете себе. Ну там человек не покрылись, больные отобрали, и так уже не нет этого, они как достаточно люди этому человеку, сказали, вот скажите, что все, как ты заходишь снова готовали для пилигрима какую-нибудь страву, как пилигримы из дома поели, из дома пригласили детей в этом месте. Заместо того, как пахнуть здесь, ты находишь, тоже было везде, можно сказать. Они говорят, говорю, на что? Ой, люди такие, чего они доставали? Потому что они не могли пойти. Они, может, хотели, может, здоровье не позволяя, обовязки, а может, ситуация какая-то служитель. И они складали нам завжди інтенції, з якими ми мились. Ми інтенції, і шли в этих інтенціях, молились кожен день, і так само заносили їх до ступи, вместе простом до ступ Святого Архангела Михаила и благословенного Бронислава Маркевича в основании нашей скорости. А их тогда решили Częstochowу давать, Божий Częstochowской заносили. Вот такие это способы. И так само оттуда, как хотя Шуаманка, вот я можно назвать, жила в городе Шуаман, имела свою интенцию. А про эту интенцию ничего не говорила Елисею. Ничего не говорила. И в певного моменту, поглядите, как поступает эта женщина. Вот пришла до своего мужа и говорит, я бачу, что этот человек, який до нас приходит, якого мы принимаем в гостину, является Божьим человеком. Вот давай мы для него зробим особый покой. И тут описано, докладно описано, что Божий покой начинает зробить. И этот покой робится ним. Зробим невеликую муравану святыню. Муравану покой. Незвичайно. Когда так поглядеть и передбачить з языка оригинального, это муравание, может быть, оно означает трошки каплицу. Давайте зробим не только муравану святыню, а каплицу для его. Мы так само в своїм домі законним пробуємо вже огородувати каплицу, вже там стругають різні речники, як вони там, час від часу, за дозволом біскупа туди поставили тавернаклю, так само туди поставили, там, де правляють свята і шабу, для мене, конечно, видимо, убрать, уборки будут выражать. Так само, как там была такая каплица хатня, где можно привести, помолиться сам на сам с Паном Иисусом. Смотрите, так само захотели Елисею убачить Божьего человека. И он хотел иметь годное место. И глядим, Елисей пришел, упокой, призвал своего слугу, Езель, и говорит, что давай сделаем, женщина, чего не бывает. Езель говорит, она мужа моя старая, она бездетная, не мает детей. А вот покличали сюда. Ну и Езель покликал эту женщину, и она пришла, и там написано, и стала у дверах. И Елисей говорит, развод, у гэты сам час ты будешь тримать на руках сына. Кто-то тебе сказал, давайте сказать такое оправдание, может, если бы сказал, что этого сына учинил Елисей, вот развод, у гэты сам час ты народишь сына. Развод. Верим, что дитя развивается у Бога матери 9 месяцев, 12. Как будто снять всякие подозрения людей, чтобы этот сын был Божий Елисей. Нет, это будет суд Божий, суд Божий. Докладно про это нам говорится. Не знаю, что вы ведаете,
гэтая ситуация, якая сегодня мы прочитали, она запараллелена с книгой Бытия. У книги Бытия докладно отбывается все то самое, про что мы сегодня прочитали у книги Другозакония. У книги Братья, другой книги Володарского. И там есть ситуация, когда два молодых людей, человека, младенца, и шли. И этих молодых людей убачил издалека Авраам. Когда он убачил их, кинул все, что было, и побег, как их спекоту запросить до себе на мотостунок. А не треба еще сказать, это для него был великий весина. Почему? В этот самый день, когда они проходят это мужи Божии, вот эти мужи Божии, они были, Авраам по воплям на меру и загаку Пана Бога был обрезан ему на плётах, и он терпел великий боль. В этом великим боли он поднялся и побег на этих людей. Мало того, что он их запросил, то он еще им прислуговывал, представьте себе. Он им прислуговывал. И тогда что было? Тогда так само эти мужи, два Божия, сказали Аврааму, это самое слово, которое мы сегодня прочитали. Господь, в этот сам час мы снова возвести туда, и твоя жонка Сара уже будет иметь дитя. Докладно запараллельная ситуация. Докладно. Нема тут другого листа. Который говорит, что автор, який писав у Володарству, трохи узоровався на той ситуації, яка була. Але Єлисей виконує такий самий суд. Не сам, а суд Божий. Послана Бога, коли пророком з'являється, ті пророцтва, які відбувся колись з Авраамом. Тут великая параллельность, но там, когда говорят, так само, когда идем в эту ситуацию, в эту историю, а это сын, який народится в этой женщине. Амрен. И эта женщина покличе Елисея, скажет, помрет, оздоровеет. И Елисей, будьте памятаем, у ее покой 3 раза растянется над этим хлопчиком, и он повстанет с мертвых. Эта ситуация подобна дать кого? Так само до Авраама, який устав, чому Елисей поведет на осел. Так само Авраам посадит своего сына Изаака, как поистине шахлян. Зложить шахлян. Где-то где шахлян, там по-другому Бог трактует Изаака и складает другой шахлян. Так само, когда Ахляра была для этой женщины, это сильно 11, для этого Авраама. Для этого Авраама, так само 11. Там шмат цікавості, які можна було просто захочено купити старість. І читати його в такому ключі. Для них цікава історія, які повинні нас здесь тут збирати такого. Город Шунам, так само я заинтересовался, что это за город Шунам, где живет эта женщина. И читаючи книгу Самуила, есть там урывок, что коли Давид, король Давид, был уже старый, когда его пришла женщина, Абишаг, девчина молодая, прихожая, супер прихожая, пришла и услуговывала старому королю Давиду. И что написано, что Давид до этой женщины не докраднулся рукой. Хоть Давид выглядел, был ласый на женщину, ему подавались ему сам так само был прихожий. И не будка ходит вариации разные такие. И памятаю, треба было забить, когда Улья, с яким жонкой распал, да и был таким. Али, эту женщину убили много шнала. И потом, когда помирает Давид, сын Давида хотел взять эту за жонку. Адоньяш хотел взять за жонку Абишаг, а был Соломон сказал, нельзя. Батюшка красивый горит отворяться. И эта женщина, Абишаг, является символом чистины. И тому этот город Шунам, и эта женщина является символом чистины до Пана Бога. Пригожий урывок, який має нам допомогти зрозуміти, в яким напрямку ми маємо імкнутися. І що глядіть. Такий есть скрипчик, играя на скрипках, Николя Паганини. Там не слышали вы его, про его, может, слухали, нам слушали концерт. Но это есть один найлегший концерт, який ему удался быть. А подчас этого концерту, когда он играл, лопнула первая струна, ля, лопнула другая струна, ми, лопнула третья струна, ре, и осталось еще 5 струн. Я
одна осталась. Соль. И на этой стороне соль вытянул такие пригожие гуки, что найлепшие его концерт у житті дати. І чому я це говорю? Бо може у вашому житті, та й в Євангелії, Бог множество нам я, мій, вже, осталось только соль, уже не видите, что за а Бог хочет на вашем житті зіграти найлепший концерт. Ну куда? Даже цялічно, як ми не забирати, то є сенс нашого життя. Як наш Бог, ми створені для Пана Бога. І коли тут голос Божий нас навчав, і часами це правда, як приходить якісь нещастя, турботи про те, що не накладало. Він дає найліпший Бог про Пана Бога. І ми напоминаємо, хто нас творить і Пан, і хто має найліпшу владу. Та яка жінка. Эта женщина, подивіться, яна не просила. Але чому? Питання звучить. Зробив цю Єлисеєві житті. Тому що яна чинила добро безінтересно. Коли ви хочете, щоб він буде триматися Пана Бога, безінтересовно, нічого взамін не чекаючи, тільки у такий спосіб може відбутися тут у нашому житті. І ви такі повинні на різні способи шукати. Безінтересовне наше служение. І вертаючись до Євангелії, є подсказка, в який спосіб це має бути. Тільки першу частину Євангелія я хотів сьогодні порушити. Великі слова, там 3 слова. Вельми важливе. Перше слово звучить. Хто любить сина дочку більше, ніж мене і матері. Хто любить сина, батька або батька більше, ніж і матері. У чому це проявляється? Один профессор с УЙО у Варшаве и Яна Павла II Святого сегодня сказал колись, что ровно разу здарилась вот такая ситуация, банальная, но старается все больше и больше. Что одна из студенток, уже поважная женщина, студентка УЙО университета, не сдала экзамен. И когда была поправка, на этот экзамен не пришла. Пришла много и сдаться. Ну, ладно, ситуация. Эта реакция приводит в такую ситуацию, поводительности у телебачення ішли такі короткі уривки Єралаша. І там був такий смішний уривок, який не пасує до сьогоднішньої ситуації. Там був синок, що-небудь здарилося, там синок гуляв в столиці, що-то здарилося, казав, мама! Мама як допомагала. Потім синок вже був в школі, кричав, мама! Мама знову як допомагала. Синок вже був на університеті, там що-то здарилося, мама же бегала направляла. Сынок же все працевал, ездил на КамАЗе. Когда все пробилось, мама бегала, помогала, загружала, и ехал далее. Мама. Такая смешная ситуация. Вообще говорят, да это разведите. Это такой способ, потому что здесь это быстросовое, такое звичайное выхование дитяти, такое, что я этого уже тебе не могу, как дитя не говорит. То есть, типа, этих детей робим коллегами потом, что они не ведаете в житті, що і як зробити, яким направленням рухатися. Це перша ситуація. Хто любить? Чому? Бо ми часами любимо більше себе, чим Бога. А тут говориться обратно. Маємо любити в першу чергу Бога більше, ніж своє місце. Коли Бога поставить на перше місце, то все остальное на своє місце. Наступна річ. Хто не бере криш свою і не йде за мною, не варто. Який це спосіб зрозуміти? Ну, брати і сестри, ми вельми часто готові допомогти брату, сестри, жонці, батькам, дядулям, усім там на світі допомогти. Братик не крижить, а свою життю не повинні затикати. Воно тяжко. Ісус говорить, хто не бере свій криж, мало того, що ти допомагаєш, що ти маєш свій криж життя, свое життя направляєш, може сам не допомогли, і в цих ситуаціях ти везде шла, що ти своє життя на сторону не кидаєш. Ты не хочешь этим заниматься, но тяжелейше. Тяжко взять свое количество жизни. Нам легко взять есть другие справы, а свое життя изменить, направить, но не поможет. А тут говорится, если правда, что не берет, не робит. И опошная речь, кто не стратит життя деле мені и деле Евангелия, так само не робит. Стратить життя для Пана Бога. Это мы тратим життя для Пана Бога. Мы являемся сегодня, поставили Бога на вершину. Да, может, были бы на вёслах, раньше, так само нам треба было что-то побить, это вельми важно. Але коли мы здесь поставим дальше на першее место, и Пана Бога, и молитву, ну,
настолько скажем, лето последнее, там пару год ничего не ставится. Нас не будет, может, суммовать не будет, что он тянет, анекдоты ему рассказывают, смеяться и веселиться. Но нет, не так это не делится. Тут написано докладно, кто не стратит свое життя. Czasami trzeba pożertwać jakąś часткой swojego życia, как почув смак Пана Бога, чтобы Пан Бог наше житие развивался. Просим за это, братья и сестры, как и мы, любили, брали крыш свой и тратили эти учителя. Надо научиться любить, потом научиться брать крыш любовью соправной. А только когда мы научимся брать крыш любовью соправной, тогда будем уметь давать свое житие, давать. Стараться давать свою жизнь. Это такая последовательность да поможет другому человеку приведе и принесе великие плоды для нашего життя. Аллилуйя. Вірувати на Бога, а і завжди на Створителя неба и земли, всего вашего имя вашего, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца наружного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправленного от Бога соправленного, наружного, а не скорого, одиносудного Отцу, ради Бога ушел стался, и Он для нас людей, и для нашего спасения, сошел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придя в славе, судить живых и померных, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом с Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял газ пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и шагаю воскрешение победы и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да Бога нашего Спасителя, с доверием вознесем супольные молитвы и просьбы за святый костел, как все его верники здолели распознать миссию, якую им вызначил Бог, целебно всем. Выслухай нас, Пане. За наших добродеев, как сам Бог был для их нагорода и за учиненное добро, целебно всем. Выслухай нас, Пане. За детей и молодь, которые отпочивали на каникулах, как они знайшли час для встречи с Христом в молитве, целебно всем. Выслухай нас, Пане. За молодь, яка здає екзамени, просим об світлі Духа Святого, так само на вибір шляху життєвого, целебно всем. Выслухай нас, Пане. За Віталія, з нагоди дня народження, просячи Божої милосердності, ласкав, а під найсвятішої Панни Марії здоров'я, так само за його сім'ю, а так само за В'ячеслава і його сім'ю, за Валерія, Леонарду і Тамару. Целебно всем. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних на этой Евхаристии, как удел в Христовых таємницях, да помагав нам быть что раз больше на потреби інших і готові пробачать тим, хто нас покривдив. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний Боже, от Тебя походит всякая информация нашу веру, как мы были мужными вызнавцами Твоего имени. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Белых сверников номер 269. И на сегодня не молятся. Какая любовь теперь одна, знакомство беда, но мы за ней пойдем. Может,
мною, Дух Святий керуй мною, давай наше серце святою водою. Бог живий, Бог со мною, Дух Святий керуй мною, давай наше серце святою водою. Молите się, jak mają i waszą, jak wiarę tę Бога i dzieci malutne. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Ojcze, wraz świętije sakramenty zdійснюй справу славлення, учини, як наше служение духовным ахвяри, якою ми Тобі складаєм нас Христа, Пана нашого. Amen. Пан слави. Иисус Твоим. Упору серцеві. Подякує Пану Богу нашому. Правды godna i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Как мы завсёды и всюды Тебе складали подяку. Пане святый Ojcze, всемогутный вечный Боже, раз Христа Пана нашего, поjąc litości na grzesznych człowieczeństwa, narodził się z Panny Maryi. Wraz swoją Bogu na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a wraz swoją z mертwych powstanie dał nam wieczne życiowo. Tak Bóg z aniołami, aniołami i z усіmi świętymi my obwieszczajem Twoją chwałу. Razem z nimi usklikawszy. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Осанна на высших, осанна на высших, осанна на высших. Благословенный Твой, Твой имя Пана, благословенный Твой, Твой имя Пана. Осанна на высших, осанна на высших, осанна на высших. Zaprawdy Boża Ty święty, krynica ucielania światłości, tam w jedności z усім Kościołem, u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i послал na apostolów Ducha Świętego, wraz Chrysta, prosim Ciebie, всемогутный Boże. Освети, святые дары, красоту Духа Твоего, как они стали для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. I on, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każący. Wierujcie i wierzcie swego się, bo to jest ciało moje, jako jest za was, będzie wydane. Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znowu Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom każący.
Вярите и видите его все. Ох, это есть верить в крылья моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита, где я отпущение грехов. Это чините на мою память. Это великая таямница веры, Обещаю смерть свою, а не Иисус. Признаем Твое воскресение и жадаем Твоего присягания. Potem przy śmierci zmartwychwstania Twojego Syna, a Ewanie chleb życia i kiej spełnienia, dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Święty собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Костел Твой рассеянный по всем свете, удосконального любовь и разум Папа нашим Львом, biskupom naszym Józefom i усім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які власною надію на воскрешення і правші, хто власне Твоєю прийшов з этого світу і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евламником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, благословенным царем Брониславом Маркевичем, святой Святой Фаустиной и усими святыми, які с протеку подавали Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, враз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, да Его забойча всемогутный, у едности Духа Святого, вся ваша на Никва, разум все веки вечные. Молимся за Отца Небесного, и от нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от зла. Просим Тебе, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были за все невольны от греху, и захованы вчера хране спокою, чекали исполнению счастливой надеи, и причта Спасителя нашего Иисуса Христа. Бог Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и пусть ласкавый сгодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью. И Ты живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Берегайте ближнього сна з супокою.
Будь ради Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, я покликаний, я на вечер помилуй. Амінь, я не вартий, так ти прийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Нужно для воспитанников номер 10. Урозна кольорових номер 23. Святий, 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 Пан Бог, всемогутній, який був і ось, який прийде, отдай йому всю славу і честь. Святий,
Panie nasz Boże, niechaj żywić nas świętая wiary, jaką my zbali przyjęli. Każda zausiody zjednana jest Twoją любові. Ми приносимо плоди, які застаються на віки, раз Христа Пана нашого. Об'яви завтра, 29 червня, понеділок, урочистость святих Петра і Павла апостолів. І завтра свята Євша відбудеться тільки у 20:00. Нема більше іншого, тому що тяжко мені знайти було заступство, а зайшов тільки на 20:00, у 19 святої Євши не буде, тому що я і ксьондз Олександр сьогодні ночі виїжджаємо на монашські реколекції за межу і вернемося тільки у суботу. І тому у п'ятницю святої Євши у нас усі будуть в каплиці. Але, думаю, часто з вас, слов, то заступства не нашел. Так что это так тяжко все дорогу завести заступство. Молитесь о многих вопреки, да, сам многим людям. Это новое, конечно. Так, это такая информация. Завтра передайте усім, что святая Євша только в 20:00 в нашей каплице. Можно вести другие святые не молиться. 2 липня у четверг урочистость Найсвятейшей Панны Марии Буцлавской опекункой Минско-Могилевской архидиоцезии по составлению Святая Євша у 19:00, а проча пятницы и понедельник подшуливают. А у субботу вспоминаем Святую Альжбету Португальскую, пятницу Святого Томаша Апостола. Праздник все лето Святой Євши дитячая 12 так само нема. На этот тыдень выпадает перший четверг месяца день молитву о новой святых Павлине, святарской законной, пятница, день молитвы за Наисвятейшее Сердце Иисуса, и суббота, день молитвы за Матери Божией. У наступную неделю святая Євша будет отправлена за оружие Жильцовая. Программа урочистости Наисвятейшей Панны Марии Буцлавской находится на дошці об'яв або на сторонці Католік Вайн. 3 липня, так само як п'ятниця, нема обов'язку устримання від споживання м'ясних страв, є так звана диспенсація, чи диспенса. Хто буде користатися цієї диспенсії, чи буде їсти м'ясо, заохочує архиепископ как помолиться в интенции Святого Отца, какой-нибудь молитва, больше нашей Тайны Марии, по твоему обороне отдаемся. С 25 червня по 20 червня відбувається регистрация кандидатов на поступление в Минский теологический колледж имя Святого Яна Крестителя 2026-2027 год. Навчальный. Больше подробная информация находится на стороннице Католик Минск Вай. На гэтым тыдні таксама адорації Пана Єсуса ў Найсвятейшым сакраменце не будзе, бо нема ні імені ксяндза Александра, і гэтай адорацыі ніхто не учыніць. Таксама припоминаю, что 27-30 липня 2026 года в Ливенце пройдзе архидиецезиальная парафіяда. Узрастные группы 12Б, 13-14 С, 15-16 годов. Больше подробная информация находится на дошце объяв, там отбудутся театральные конкурсы, постановки, песни, малюнки, витрины, спортивное свободный бег, эстафета, настольный теннис, мини-футбол. Записываться можно до 10 липня у закрытой уровня, а вот телефонично, кто из детей ожидает. Каждый день в нашей каплице тривая адорация Пана Єсуса у Найсвятейшем сакраменте. Громадська власна, з того тижня, дякую за фінування, ми будемо за спільну індивідуальну молитву, за свою правду літургічну. Тим, хто дежурив, хто довіряв каплицю, помолився з тих, хто тисяч днів народження, іменин, юбілей, хто чекає на радіо дітей, за Віталія, його сім'ю, за Вячеслава, його сім'ю, Валерія, Леонарду, Тамару, за Двоєва Хердавців, самого Двоєва. Божьей милосердности за нас выручаешь кожного Отец, Мать Божия, Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погашай молитву нашу, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай,
Сину своєму нас заручай, Сину своєму нас отдай. Аль добре, что есть, что приходится, примите Божие благословение, и хай вас наполнится правильной радостью. И с упокоем Бог сказал Елисей, що буде добре вам з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Арканьоле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас будуть по світі. Амінь. Убылых стрелников 158. Прославляй, поет наш Бог, выпишай, поет наш Бог, спевай Ему, поет наш Бог, перехвали, поет наш Бог, прославляй, поет наш Бог. Вивишай, поет наш Бог, співай Йому, поет наш Бог, Його хвали, поет наш Бог, Його поет, навеки. Ісус, наш Господь, Господи, князь, прославляй, поет наш Бог, вивишай, поет наш Бог, співай Йому, поет наш Бог, Його хвали, поет наш Бог. Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет позволен. Наисвятейший